Как преображаются центральные улицы города, видно практически каждому, но далеко не все знают, что творится по объездным дорогам, которые для проезжих гостей должны демонстрировать всю красоту Сибая. А получается с точностью наоборот. Глава города Халид Сулейманов решил провести выездную оперативку со своими замами и выявить недоработки в сфере благоустройства. Маршрут нехитрый, начиная с улицы Достоевского и до конца улицы Белова. Итак, первая остановка из-за неприглядного забора. Что за объект, чей объект, кто курирует? Что за объект Город спасательный. Кто курирует его? Минимум курирует. Вот этот забор не должен быть. Такого забора нигде нету. Это город, в центре города, считай, центр города объезжаем. Вот он стоит. Калитка кривая. Заборы, видите, там коза или любой залезет, весь оторванный. Что, самые бедные организации? К ответственности призовут и хозяина рядом строящегося объекта, которому замечания уже делались неоднократно. Видимо, только после предписания ВОЗ двинется с места. Такова уж психология у наших людей. Пока штраф не заплатят, по доброй воле ничего делать не начнут. Далее комиссия проследовала на улицу Пархоменко. Здесь начинается частный сектор. Внешний вид некоторых домов оставляет желать лучшего. Что поделать, какой у кого достаток. Но при этом, если забор хоть и старый, покошенный, его же можно подправить, подкрасить, и обойдется это не так дорого, зато выглядеть будет достойно. То же самое относится и к покосу травы возле придомовой территории. Здесь, на улице Пархоменко, глава города отдельно остановился на благоустройстве гаражей. Скосить, побелить, привести порядок. Рядом, видите, у ЖКХ все-таки поработал. Я уже ремонт провел и отградировал, это мы поработали. Он ровненько, видите, лежит. Это для них мы постарались. Сейчас уже просим убрать и побелить полностью. Это так не должно быть. Следующие гаражи должны побелить, в конце концов. Уже сколько, уже год, уже точно не белится. Как стояли, так стоят. Побелить, покрасить все гаражи. Следующей была осмотрена улица Белова. Здесь на нечетной стороне располагается ряд торговых объектов. Внешний вид некоторых из них находится в плачевном состоянии. Халид Хамзович поручил исправить такое положение вещей в кратчайшие сроки. Но здесь есть и положительные примеры. Бизнес-центр «Статус» и головной офис фирмы «Оптима С». Замечания были сделаны и учреждением на четной стороне. Необходимо привести в порядок фасады зданий, где требуется отремонтировать и побелить, произвести покос травы, убрать мусор, облагородить клумбы. Без внимания не осталась и аллея по Белова, а именно внешний вид разросшихся кустарников. Особенно жалуются на них автолюбители, так как пешеходов не видно даже на оборудованных переходах, не говоря уже о том, что они выскакивают на проезжую часть повсюду. Комиссия доехала и до нового строящегося поселка Северный, въезд в который проделали сами жители. Небольшой дождь и в этом месте непроездное болото. Исправить, констатировал глава города. Вот этот участок я просил засыпать, положить одну трубу и вот отсюда, прямо отсюда, и вон до туда засыпать, чтобы когда дождливая погода, люди могли оттуда заехать и выехать. Кивнули головой, но до сих пор нет. Халид Хамзович указал и на очевидно бросающиеся в глаза кучи мусора, которые свалили возле дороги нерадивые сибайцы. Но в череде критики оказался и приятный момент. Со стороны северного въезда в город появится новая стела с надписью «Сибай». Здесь красивый проект есть. Да. Здесь его строит и дарит нам наш сибайский ГОК. Руководитель Леонид Исмаилович обещал. Проект взяли 7-метровый, красивый, со всеми знаками. Поэтому еще раз рядом культурить надо будет, срубить вот эти сухие деревья и так и далее. Остальное, все, постамент, они должны обкладывать как положено. Все остальное должен до 1 августа, если раньше хорошо, должен появиться. Недочеты отмечены. Теперь работа по ним должна быть проделана в положительном ключе за короткие сроки. Но мало будет только того, что за благоустройство возьмутся представители власти, что называется, из-под палки. Каждый сибаец должен проявить себя и начать облагораживать то место, где живет. Ведь даже сказочный персонаж, маленький принц Антуана де Сент-Экзюпери, знал твердое правило. Встал поутру, умылся, привел себя в порядок и сразу же приведи в порядок свою планету. Елена Афанасьева, Дамир Хайбуль, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.